На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. 12 августа завершилась так называемая пятидневная война. В ночь с 7 на 8 августа Грузия подвергла массированному артобстрелу Цхинвал и попыталась захватить Южную Осетию. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, мирных жителей, среди которых было много женщин, детей и воинов-миротворцев. 12 августа также завершилась операция по освобождению Кадорского ущелья Абхазии. И эта территория была возвращена под юрисдикцию нашей страны. Этой теме посвящено интервью генерального директора АГТРК Ирины Агрба с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым по телефону, которое мы предлагаем вашему вниманию сразу после выпуска Амшикшара. По приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу представители Министерства обороны Абхазии принимают участие в 6-х армейских международных играх, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября. Будет проведено более 30 международных конкурсов на территории 11 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана. Министерство обороны России пригласило к участию в играх 90 стран, включая страны-участницы НАТО. Репортаж Ирины Аршба. Более 50 тематических площадок и выставочных зон, 45 зон для проведения мастер-классов, компьютерных игр, тренажерных комплексов, выставки по истории конкурсов армейских международных игр, тематические стенды стран-участниц, 20 образцов военной и специализированной военной техники и, конечно же, зрелищные конкурсы соревнования в военном искусстве. Все это международные армейские игры. Надо сказать, что участию в играх абхазской команды пыталась помешать Грузия. Однако эти попытки были напрасными. Участие абхазских военнослужащих в таких престижных соревнованиях – значимое событие для страны, отметил министр обороны Владимир Ануа, который прибыл в Сухумский аэропорт, чтобы пожелать участникам игр удачи. Для нашего государства и для нашей армии это событие хорошее, радует нас. Наше государство и наш народ надеется на вас, что вы честью и достойно представите нашу армию. Я хочу пожелать вам мягкой посадки, приятного полета и удачи в этих соревнованиях. Один из самых зрелищных конкурсов военных игр – соревнования танковых экипажей в искусстве вождения и точности стрельбы из штатного и дополнительного вооружения. Экипажи преодолевают различные препятствия, включая рвы с водой и песочные насыпи. Весь чемпионат состоит из нескольких этапов – индивидуальная гонка, полуфинал и финальная эстафета, в которой участвуют 4 самых сильных команды. В этом конкурсе примет участие и команда от Министерства обороны Абхазии. Впервые мы выставляем команду, особенно нас радует, что нам дали возможность выступить в танковом биатлоне, потому что это самый смотрибельный в Российской Федерации вид соревнований в международных армейских играх. И вот нам выпала честь участвовать. Кроме того, абхазские военнослужащие примут участие еще в 4 конкурсах – мастер-оружейник, полевая кухня, аварийный район, а также представят страну в фестивале национальных культур «Дружба без границ». Ирина Аршба, Даур Инапшба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина. Диагноз COVID-19 подтвержден у 7 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 6 детей. С тяжелой степенью протекания заболевания 3 пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровели.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа провели рабочее совещание с экспертами из Российской Федерации, прибывшие в Абхазию 11 августа, сообщает пресс-служба Министерства экономики. В составе делегации замдиректора по аудиту и анализу технической инспекции ЕС Дмитрий Померанец и специалисты Центра технического надзора Россети. Как было отмечено на совещании, решение о создании рабочей группы для изучения состояния энергетического комплекса Абхазии было принято в мае 2020 года на встрече президента Абхазии Аслана Бжаня с министром энергетики России Александром Новаком. Рабочей группе необходимо предметно изучить и проработать вопросы о возможности поставки электроэнергии из России в Абхазию в период осенне-зимнего максимума и обеспечения Абхазии электроэнергией на период остановки Ингургэс для проведения ремонтных работ. Одним также из очень важных вопросов является возможность остановки Ингургэс на период проведения ремонтных работ. И в этой связи также необходимо будет подготовить техническую схему поставок. В последующем мы будем определяться в финансовой части данного вопроса. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие и способствовать тому, чтобы была проведена качественная, эффективная работа, и потому что от этого будет зависеть последующее принятие решений. Работать будем без выходных, как вы и поручали. Но те моменты, на которые вы нас нацелили, мы, в принципе, понимание у нас в этом плане есть. Будут работать. Определили мы людей, закрепленных за каждое. Я как понял, у вас каждый из приехавших – это рабочая группа, да? В этом году мы потребим наши 40% в ноябре месяце. То есть у нас получается срок, когда нам нужна будет в этом плане поддержка не только на тот период, когда Ингургэс будет, а уже с ноября месяца. Ежегодно, еще до начала туристического сезона, сотрудники МЧС Абхазии проверяют безопасность объектов размещения туристов. Однако в этом году из-за карантина спасатели начали инспекцию чуть позже обычного. На сегодняшний день проверена большая часть объектов. Вместе со специалистами несколько из них посетила и наша съемочная группа. Репортаж Гугут Севардания. Данный огнетушитель приспособлен для тушения в случае короткого замыкания, то есть какие-то электрооборудования могут быть потушены с помощью этого огнетушителя. Все пригодно к работе, рукава находятся в хорошем состоянии. Просто иногда требуется проводить технический осмотр данного оборудования. Такой вот инструктаж о работе системы пожарной безопасности сотрудники МЧС проводят ежегодно, одновременно проверяя здания на наличие первичных средств пожаротушения, огнетушителя, внутреннего противопожарного водопровода, крана и сигнализации. Первый объект, который сегодня посетила служба государственного пожарного надзора – 4-этажная гостиница «Олимп». Здесь около 40 номеров. Специалисты тщательно проверяют комнаты, коридоры и столовую. По их оценке, объект соответствует всем нормам. Однако некоторые нарушения все же выявлены. Ручной пожарный извещатель, его необходимо заменить. Как мы можем наблюдать, то, что данная кнопка была деформирована, то есть ответственный за пожарную безопасность в данной гостинице оповещен, будет написано предписание, установлены сроки, и это необходимо будет заменить. Следующий объект, который посетили сотрудники МЧС – гостиница «Интерсухум». Здесь около 165 номеров. А как известно, чем больше здание, тем больше к нему требований. На первое место выходит вопрос эвакуации во время пожара. Первое, что бросается в глаза, это так как данный путь является путем эвакуации, и здесь существует порог, который нужно запретить. Здесь имеется, что здесь это единственный путь эвакуации. И поэтому в кратчайшие сроки нужно будет от него избавиться. Как отметили сотрудники МЧС, руководство гостиницы уже много лет выполняет все предписанные нормы, и Интерсухум является образцовым объектом, а недочеты будут устранены в ближайшее время. На данном объекте, в принципе, в сфере пожарной безопасности мы довольны работой руководства гостиницы «Интерсухум». Но опять-таки этот момент, который существует на сегодняшний день, и неизвестно, что будет завтра, какая ситуация сложится у вас завтра, то есть может что-то из функционала касаемо пожарной безопасности у вас прекратит работу и так далее.
Но на сегодняшний день мы можем говорить об этой гостинице как об образце в сфере пожарной безопасности. То, что скажет руководство МЧС, будем выполнять. В данное время есть замечания, но все сделаем, приведем себя в порядок. На сегодняшний день в списке обслуживания государственного пожарного надзора около 268 объектов. На 12 августа сотрудники МЧС проверили большую часть из них. Проверки по сегодняшний день продолжаются. Думаю, в ближайшее время уже закончим данные проверки. Будет проанализирована вся обстановка в плане соответствия данных объектов требованиям пожарной безопасности. Будут составлены соответствующие письма и доведено все до вышестоящего руководства. Такие тщательные проверки объектов размещения сотрудники МЧС проводят еще до начала сезона. Однако в этом году инспекцию пришлось начать на несколько месяцев позже. По словам сотрудников МЧС, реагировать на замечания и выполнять соответствующие предписания стараются все руководители гостиниц и домов отдыха. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии в реке Бзып ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга. 12 августа днем парень и девушка, приехавшие на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга, ездили на арендованном квадроцикле. В районе 9-го километра дороги, ведущей к озеру Улица, молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Мототехнику нашли на берегу реки Бзып. Водитель получил незначительные травмы. Девушку на месте ДТП найти не удалось, поэтому было принято решение искать ее в реке. В поисках задействованы спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам. С наступлением темноты поиски были приостановлены. Абхазия в контексте информационной безопасности. Под таким названием в Сухуме прошел Абхазо-Российский форум. В дискуссии приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, общественные и политические деятели, представители Россотрудничества, а также руководители СМИ Абхазии. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланце. В наш цифровой век информационная безопасность любой страны играет огромную роль. Республика Абхазия, как суверенное независимое государство, нуждается в защите своей информационной составляющей. Одной из тем дискуссий стало распространение в интернете фейковых новостей и вбросов от анонимных пользователей. Чаще всего это дезинформация, которую трудно отличить от правды. Ее целью является распространение слухов, создание напряженности и недоверия, а самое главное – контроль над общественным мнением. Несомненно, что есть положительные факторы в том, что так распространяется молниеносная информация. В то же время вот эти фейковые новости, эти вбросы, они, конечно, здесь наше маленькое общество сталкивают и порождают разные конфликты. Нужно думать о том, как ограничить общество от таких нежелательных вбросов фейковых, как все-таки вот эту систему сделать такой, чтобы она приносила только пользу. Как известно, Грузия активно использует против Абхазии информационные ресурсы. По мнению журналиста Руслана Хашик, противостоять дезинформации можно только правдой. Мы можем очень много говорить и перечислять то, как работают в Грузии, как используют все имеющиеся ресурсы, как используют европейские гранты, чтобы информационно влиять на ситуацию в Абхазии. Но мы можем, я считаю, что мы в первую очередь должны говорить о том, что они делают, что мы делаем, имея определенные реальные проекты. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин затронул тему российско-абхазских отношений в контексте информационной безопасности. По его словам, основная угроза исходит из Грузии и поддерживающих ее западных покровителей. Грузины постоянно говорят, что именно Россия препятствует воссоединению Абхазии с Грузией. Но при этом они не спрашивают, а хочет ли Абхазия и абхазский народ этого воссоединения. Более того, с грузинской точки зрения, оказывается, именно Россия поссорила Абхазию и Грузию в начале 90-х годов, спровоцировав конфликт между ними. Я считаю, что, продвигая эти тезисы, Тбилиси, во-первых, пытается вбить клин между Абхазией и Россией, во-вторых, замалчивает свою неблаговидную роль в
разжигании одновременно двух вооруженных военных конфликтов на Кавказе. Посол также подчеркнул необходимость разработки совместной политики информационного противостояния Грузии. Еще одной темой, которую затронул Алексей Двинянин, стала анонимность в сети интернет. Спустя буквально месяц-два после своего постоянного пребывания на территории вашей гостеприимной республики прекратил пользоваться соцсетями. Почему? Потому что в исключительных случаях, которые я мог пересчитать по пальцам, я конкретно знал людей, которые стоят за тем или иным аккаунтом сети. Все остальные были анонимы. Но зачем мне общаться с анонимами, либо читать анонимов? Я считаю, что это просто грязь, и читать такие вещи, вот лично российским дипломатам я запретил. Я прошу прощения. Вот. Если кому-то нравится, естественно, это свобода слова, пожалуйста. Но вот я считаю, это неприемлемым лично. Это моя личная позиция. Все участники дискуссии выразили свою точку зрения по обсуждаемым темам. В частности, было отмечено, что очень важно привлекать в медиапространство молодежь, оснащать абхазские СМИ современными технологиями, чтобы вывести их на международный уровень. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 12 августа в столице была прекращена подача питьевой воды из-за ремонта водопроводной трубы по улице Ардзинба и Званба. Подробности в материале пресс-службы администрации города Сухум. Чугунные трубы, которые прокладывали в давние времена для подачи воды жителям столицы, проржавели. В данное время на пересечении улиц Ардзинба и Званба идет капитальный ремонт узла. Нефункционирующий устаревший гидрант демонтируют. Будет проложена более метра стальная новая труба. Здесь посередине стоял гидрант, который на самом деле уже долгие годы не эксплуатировался, он уже все мертвый. Но мы его тоже, чтобы он потом в дальнейшем не подвел, мы сейчас эти участки заменим, чтобы в дальнейшем не подвел, мы его тоже сразу демонтировали и его заглушим там. Вот эти два участка мы сейчас заменим. Верхняя и нижняя труба 160 диаметр, они чугунные, их трогать пока во всяком случае нет смысла и не стоит их расшатывать. В этом месте дорогу давно размыло, и образовалась огромная яма, которая создавала трудности для движения транспорта. По словам директора ремонтно-строительного управления столичной администрации, трубу диаметром 110 мм поменять без приостановки подачи воды невозможно. Такие диаметры труб не можем менять без остановки воды. Здесь диаметр 110 мм. Чугунная труба, там с переходом идет на металл, чуть-чуть сложности есть. Одна сторона чеканить надо, вторую сторону варить надо, потом флянсы подгонять. Чуть-чуть сложная работа. Вроде бы небольшой участок трубы меняем, но в то же время занимает трудоемкая работа вообще. Подобный ремонт специалисты называют стихийным. В столице такие работы ведутся практически постоянно. По словам ремонтников, невозможно предугадать, где в следующий раз даст течь старая чугунная труба. Мы здесь закончим, завтра в другом месте может рвануть, такая же ситуация произойти. Мы не можем предположить, допустим, что да, мы можем предположить, мы знаем, что какие трассы надо менять, какие улицы, допустим, по капремонту, но по текущему ремонту мы не можем предугадать. Это все стихийно у нас происходит. Ремонтные работы будут завершены завтра. Элана Какаля, Давид Авицбе, специально для Абхазского телевидения. Посол доброй воли Абхазии, чемпионка Европы по теннису Амина Аншба провела на сухумских кортах мастер-класс для подрастающих спортсменов из республиканской школы. На встречу с именитой спортсменкой пришли более 30 юных теннисистов. Подробности в репортаже Аслана Джопуа. Амина Аншба – чемпионка командной Европы, 6-я ракетка мира до 18 лет, 308-я в мире в рейтинге WTA, 4 одиночных титула, 12 титулов в парном рейтинге, 178-я в парном рейтинге мира. Больше 30 юных теннисистов пришли на встречу с мастером ракетки. Свой мастер-класс Амина начала с разминки, затем показала юным спортсменам, как правильно держать ракетку, как подавать мяч и другие важные советы. Окончание и звук удара. То есть сделали замах, паузу. В
ходе мастер-класса проводились различные соревнования между его участниками, где отличившиеся получили призы. Молодые спортсмены были очень рады представленной возможности повысить свой уровень подготовки и отточить технику. Сегодняшний мастер-класс, который прошел, он очень был полезен для маленьких детей, также как для любителей, так и для профессионалов. Показали хорошую игру, все было на высшем уровне. Мастер-классом остались довольны все его участники. Юные спортсмены своим отношением к игре показали, насколько теннис важен для них. И Амина Аншпа высказалась об уровне подготовки молодых теннисистов. Что по поводу самого мастер-класса? Я была сегодня очень приятно удивлена. Все детки такие молодцы, старались. У них был такой азарт, горели глаза. Это, если честно, навеяло на меня такие приятные детские воспоминания. Сразу вспомнила себя в детстве, как я такая же маленькая бегала по корту, тренировалась с утра до вечера. У меня был нескончаемый поток энергии. В общем, я осталась у меня очень хорошее впечатление осталось после мастер-класса. Я бы посоветовала однозначно никогда не сдаваться, потому что все зависит от нас самих, и в теннисе самое главное – это психология. Поэтому главное не расстраиваться, что бы ни случилось, всегда идти вперед и мыслить позитивно. Самое главное – настраивать себя на позитивный лад, и тогда все получится, все пойдет так, как надо. Поддержку в организации мастер-класса оказали Государственный комитет и столичный департамент по вопросам молодежи и спорта. Я думаю, что это не первый раз, в котором мы будем проводить вот такие мастер-классы. И хотим поблагодарить Амину, которая сегодня здесь с нами и покажет нашим любителям маленьким тенниса, как нужно играть. И чтобы наша молодежь равнялась на таких, как Амина. Потому что такой молодежи у нас очень много. И не только в теннисе, и во всех видах спорта. Популяризация тенниса в Абхазии – одна из целей мастер-класса. Вот почему важно проводить подобные мероприятия и по другим видам спорта. Амина Аншпа является послом доброй воли Абхазии, и когда у него возникла такая идея провести у себя на родине подобный мастер-класс, естественно, наш фонд поддержал данную благотворительную акцию. Очень важно в подрастающем поколении воспитывать любовь к своей родине, да, любовь к спорту, потому что, как известно, что спорт – это залог здоровья. Уже после занятий юные теннисисты лично пообщались с Аминой Аншпа и получили возможность взять автографы у нашей известной соотечественницы и сфотографироваться с ней. Никто не остался без внимания. Все юные участники мастер-класса получили подарки от именитой спортсменки. Аслан Джопуах, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. С ночи и до полудня местами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.